Вітаю! Зараз ми знаходимося на полігоні з полковим БПЛА ім'я Микити Кравцова. Тут хлопці навчаються льотати на нових дронах, БПЛА і великих крилах. Так само хлопці проводять зладжування особового складу. Шмель, розповідіть, будь ласка, що це ось у вас за таке крило, птушка, ці як ви це називаєте, для чого воно потрібно і як використовувати? Ось ви менавіта зараз проводите тренування, я так розумію, так, і ще навчаєтеся нею літати. Ось розкажи крышечку про її. Ну, то есть это на самом деле оборудование для проведения разведки и корректировки арты. Управление происходит через пульт. Вижу я все в очки специальные или на монитор, если я хочу, в том числе дублировать информацию за счет спутника, за счет Starlink, давать сразу же прямую трансляцию в штаб для того, чтобы они точно видели, понимали, куда они попадают. Як ти лічиш, ось важна ваша праця у сучасній війні? Да, конечно, безусловно, это очень важный на сегодняшний день, скажем так, воин в этой войне. При этом важно отметить, что развитие технологий, оно не стоит на месте. То есть если мы 3-4 месяца назад работали только с дронами, сейчас мы перешли уже на крылья, при этом это только один вид крыла, который у нас используется в нашем подразделении. Есть намного более грозные пташки. А скажи, будь ласка, у чим зараз ось полковое подразделение БПЛА ім'я Микити Кравцова має таку самую острую потребу? Ну, на самом деле, то есть, как ни крути, каким профессионалом ты не будешь, в любом случае оборудование, оно, не сказать, что это расходный материал, может, в каких-то подразделениях это расходный материал у нас нет, но, тем не менее, в тех условиях, в которых мы работаем, птицы теряются, то есть, крылья теряются, дроны теряются, и, безусловно, нам необходимо оборудование, чтобы мы могли безостановочно работать дальше. Коли ти жадаєш подарувати русским більш бавовни, то інформацію, як це зробити, можеш знайти в описанні до відео і на нашому сайті. Разом до перемоги! Живе Білорусь! Слава Україні!